Зелимхан Хангушвили был убит на глазах у прохожих выстрелом в голову. Позже, по данным немецких СМИ, нападавший выбросил оружие и свою одежду в реку Шпрее и попытался скрыться, но почти сразу был задержан. Прокуратура Германии сообщает, что это 49-летний гражданин России. Ему уже предъявлены обвинения. Впрочем, об обстоятельствах убийства следователи пока не говорят. Тело будет подвергнуто судебно-медицинской экспертизе, как и окружающая обстановка. Также будут проведены первичные слушания свидетелей, чтобы выяснить более точные обстоятельства этого акта и сделать возможные выводы. 40-летний Хангушвили был гражданином Грузии. Уроженец Панкиси принимал участие во Второй Чеченской войне, был лицом, приближенным к президенту самопровозглашенной Ичкерии Аслану Масхадову. Российская сторона объявила Хангушвили в розыск. После войны он вернулся в Грузию, где вел достаточно непубличный образ жизни. В мае 2015-го в Тбилиси на Хангушвили было совершено покушение. Неизвестный человек произвел в чеченца несколько выстрелов из пистолета и скрылся. Задержать его не удалось. Сам Хангушвили отделался легкими ранениями. Его друг Сайхан Музаев рассказал настоящему времени, что на Хангушвили покушались и до этого, в 2006-м. За всеми попытками расправы, как и за убийством, близкие Хангушвили видят российский след. Факт того, что он во Второй войне воевал в качестве одного из командиров среднего звена, это уже, я думаю, достаточно, чтобы на него велась именно такая охота. Следователь, который ведет это дело, близкие родственники у него были. Они, когда задали вопрос, является ли этот убийца чеченцем, он их заверил, что он гражданин России, но не чеченец. В Грузии имя Зелимхана Хангушвили стало известным после нашумевшей спецоперации в ущелье Лопото в 2012 году. Тогда, согласно официальной версии, силовики обнаружили на границе с Россией вооруженную группу, состоявшую из этнических чеченцев, как граждан России, так и Грузии. В ходе перестрелки погибли 11 членов НВФ и 3 силовиков. Хангушвили тогда выполнял роль переговорщика между силовиками и вооруженной группой. В СМИ заговорили, что Хангушвили мог быть тесно связан с грузинскими спецслужбами, но ни он сам, ни представители силовых органов эту информацию никогда не комментировали. Тем не менее, на убийство Хангушвили отреагировали в МИДе Грузии, где заявили, что внимательно следят за ходом расследования. У нас был контакт с немецкими правоохранителями. Исходя из специфики расследования, мы на этом этапе пока не владеем детальной информацией, но немецкая сторона дала нам обещание, что в ближайшую неделю мы получим полную и исчерпывающую информацию о случившемся. Тело Зелимхана Хангушвили будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. Родственники намерены похоронить его в Панкиси. Звиатом Чедлишвили. В настоящее время Тбилиси, Грузия.